как я пришел к якутской литературе. Но могу сказать, что окольными путями. Потому что я родился и вырос в Якутске, и до окончания школы учился я в третьей школе под Залогом. Особых мыслей и вообще о литературе, и тем более о якутской литературе, да, не было. Но потом как-то мне в голову пришла мысль, что надо все же овладеть хорошо родным языком, устным и письменным, так как я учился в русской школе. И вот где-то в 10 что ли, классе каждый вечер перед сном я читал роман Николая Егоровича Мординова «Мачевия. Весенняя пора» с Аскыком на якутском. И вот так я, можно сказать, как самоучка, овладел письменной якутской речью. Так, ну а устным разговорным языком, конечно, я владел с детства. Но потом я поступил на историко-филологический факультет, на специальность русская филология, опять-таки. И вот после окончания университета тут два моих наставника каким-то образом помогли мне определиться с дальнейшей стезей. Один из них – Аполлон Иннокентьевич Семенов, очень такая колоритная, харизматическая личность. Одно время был репрессирован, владел японским языком, но он у меня был учителем английского языка. А другой мой наставник, у которого я написал дипломную работу, Владимир Андреевич Лебедев, приезжий, долго работавший у нас в Якутском университете, обладатель богатейшей библиотеки, и он меня снабжал произведениями зарубежных писателей. Так как я изучал английский язык, предпочтение как раз вот было на стороне английских писателей. Киплинг, Стивенсон, Герберт Уэллс, Джон Голсуорси и другие. И проработав несколько лет на кафедре русской и зарубежной литературы ассистентом, я вот по совету своих учителей поступил в аспирантуру Московского университета по специальности литература стран Западной Европы, Америки и Австралии. Это было в 1972 году, и через 3 года я вышел из аспирантуры
со степенью кандидата наук и продолжил свою работу в родном университете. И эта тема – английская литература, английский рассказ конца XIX – начала XX века, стали моей научной уже темой. И через 15 лет там же, в Московском университете, я защитил вторую диссертацию. Первая называлась «Проблема ориентализма и развития английского рассказа в конце XIX века», а вторая, докторская, «Английский рассказ конца XIX – начала XX века. Проблемы типологии и поэтики». Защита состоялась в 1990 году. И через год вот вышла вот эта моя монография, как раз по теме докторской. И еще через полгода мне было присвоено ученое звание профессора по кафедре русской и зарубежной литературы. Вот потом начались 90-е годы, перестройка, демократизация общественной жизни. И тут у нас в Якутске профессор Федот Григорьевич Сафронов предложил проект энциклопедии Якутии. И его помощником, ученым-секретарем этого проекта был мой друг, ныне академик Национальной академии, так, вы его знаете, Анатолий Игнатьевич Гоголев. И вот они меня пригласили в качестве редактора от раздела по якутской литературе. Вот так я переключился на якутскую литературу. И в 1995 году вот вышла моя первая монография на крылатом коне под заголовок «Якутская поэзия от Алексея Кулаковского до Савы Тарасова» в соавторстве ныне с доктором филологических наук, профессором Прасковьей Васильевной Сивцевой. И вот началась уже такая увлекательная работа по исследованию путей развития национальной якутской литературы. И в процессе работы над энциклопедией я завел знакомство, даже дружеские отношения завязались с такими известными якутскими поэтами и писателями, как Моисей Дмитриевич Ефимов, Семен Титович Руфов, Василий Тарасович Сивцев, Савва Иванович Тарасов, Иван Васильевич Мигалкин. И свою задачу прежде всего я видел в том, чтобы изучать, интерпретировать произведения якутских писателей вне идеологии, исключительно как эстетические, художественные феномены. Тогда вот в нашем литературоведении еще давали рецидивы такие,
идеологизированные концепции, как, например, вот теория ускоренного развития якутской литературы. По аналогии, может быть, с явлениями общественной жизни. Тут, кстати, вот ваш брат, обществоведы, философы, тоже как-то вот были под влиянием идеологии. И эта теория ускоренного развития была своего рода культурным эквивалентом скачка народов Севера от феодально-родовых отношений сразу к социализму. Но применительно к литературе это было очень сложное, догоняющее ускорение. Не такое вот идеологизированное. А другой пример вот такого идеологизированного подхода к истории якутской литературы, может быть, помните, в 2000 году у нас, правда, я не бы сказал, что очень широко, но, тем не менее, отмечался праздник, посвященный столетию якутской литературы. Так он афишировался. Так как за точку отсчета брали произведение Алексея Елисеевича Кулаковского «Благословение Баяная», Баянайлга, написанное как раз в 1900 году. Но это была грубая ошибка, тоже связанная с идеологией, потому что через богатейшее устное народное творчество, через Олонхо истоки якутской литературы уходят вглубь веков. И своеобразным архе, можно сказать, не только якутской, но и ряда других тюркских литератур были так называемые архонские тексты, открытые в конце XIX века русскими учеными в долине реки Архон, отсюда название, в Северной Монголии. Там были обнаружены вот эти рунические памятники, посвященные деяниям жизни древних тюркских каганов. Большая надпись в честь Кюль-Тегена. Это один памятник. Малая надпись в честь Кюль-Тегена. Далее особый интерес представлял тогда вопрос о генезисе, вообще о происхождении якутской литературы. Вопрос, конечно, был взаимосвязан вообще с проблемой происхождения народа Саха. И в этом вопросе тоже одно время был некоторый крен в сторону преувеличения влияния русской литературы, абсолютизации роли русской литературы. Но влияние
само по себе вне внутренних каких-то предпосылок, вне подготовленной почвы, опять-таки богатой устной поэзией народа Саха, эпосом Олонхо, это влияние было бы не таким плодотворным, каким оно оказалось. И вот тут я бы упомянул концепцию академика Александра Николаевича Веселовского о так называемых встречных течениях, то есть вот как раз со стороны якутской литературы вот было как раз встречное течение. Вот это подготовленное, как мы уже отметили, богатейшим фольклором, Олонхо, подходящая почва. И вообще влияние само по себе не могло привести к возникновению вот такой оригинальной, самобытной литературы, как литература народа Саха. И вообще современное восприятие проблемы литературных связей, этой проблемой сейчас как раз я занимаюсь, и ряд моих книг как раз посвящены. Так, вот в частности, вот одна из книг, которой я особо горжусь, «Шекспир и Аюнский. Связь времен и диалог культур». Эту книгу мы написали в соавторстве с Мариной Анатольевной Бурцевой, ну, как вы понимаете, моей дочерью, которая сейчас работает в Институте зарубежной филологии в сфере. И по этой теме она защитила кандидатскую диссертацию. То есть сегодня вообще нежелательно, на мой взгляд, говорить о влиянии более развитой литературы на менее развитую. Потому что существует классификация национальных литератур на так называемые старые, с одной стороны, классические литературы и так называемые молодые литературы. Их иногда еще называют младописьменными и новописьменными. Потому что вот на фоне некоторой, я бы сказал, усталости, что ли, вот этих классических литератур, таких как английская, французская, немецкая, молодые литературы, и в их числе вот якутская литература, сохраняют связи с традиционной культурой, с фольклором, даже с такими экзотическими феноменами, как шаманизм, язычество. И именно из этих источников
молодые литературы черпают какую-то энергетику, особую свежесть. Тут уместно использовать термин Николая Гумилева «пассионарность». Вот в этом особенность молодых литератур. С другой стороны, для инонациональных писателей, которые обращались, в частности, к теме Якутии, не могли не быть притягательными традиции, обычаи, культура, язык, эстетические вкусы народов Севера, в том числе и якутского народа. И поэтому для, в частности, русских писателей, мы знаем целый ряд русских писателей, которые находились в ссылке в Якутии, приезжали в Якутию. И по большому счету можно сказать, что без, допустим, Бестужева, Гончарова, Короленко Россия не узнала бы по-настоящему Якутию. И тем самым, наверное, утратила бы что-то от самой себя. Вот в этом заключается значимость литературных связей и, как мы чаще сегодня говорим, диалога культур. Теперь вот мы с вами свидетели. Буквально на наших глазах современное якутское искусство достигло впечатляющих успехов. Начиная с театра, включая далее изобразительное, музыкальное искусство, балет и вот в последнее время кино. Но при этом якутская художественная культура долгое время носила литературоцентрический характер. Потому что, поистине, вначале было слово. Все начиналось именно с художественной словесности, с литературы, лонхо, опять-таки фольклора, и потом уже с письменной литературы. И потом, как мы отметили, театр выдвинулся на первый план, и за театральным искусством остальные, виды искусства. То есть, иными словами, получается, что именно литература, вот в нашем случае, в случае с якутской культурой, имела первостепенное значение. И вот как раз дело не то что завершилось, а пришло к тому, что вот сегодня якутское искусство находится в самом расцвете, в апогее. И тут надо вот признать именно роль национальной литературы. И вообще, вот возвращаясь к молодым литературам,
к категории которых относятся не только вот литературы, которые развиваются в нашей стране, литература народов Севера, например, Дальнего Востока. Но если взять в более широком масштабе, это литературы стран Латинской Америки, Африки, некоторых стран Востока. И вот тут есть удивительный феномен. Вот в последние несколько десятилетий нобелевские лауреаты по литературе, хотя в определенном смысле статус Нобелевской премии именно по литературе несколько понизился, тем не менее, все же лауреаты Нобеля выходят как раз вот из этих регионов, как мы сказали, Латинской Америки, Африки, стран Азии. И это тоже свидетельство того, что вот молодые литературы вносят свой огромный вклад в развитие всемирной литературы. Ну, этот вопрос, конечно, требует более такого углубленного рассмотрения. Но тут можно как раз оттолкнуться от истории мировой литературы, которая проходит через ряд этапов, начиная с древности, или более известное в нашей науке, в нашем обиходе понятие античная литература. Далее идет литература Средневековья, и финальная фаза средневековой литературы – это литература Ренессанса, эпохи Возрождения. Далее идет литература Просвещения, и потом уже новейшая литература, новая и новейшая литература, и, наконец, современная литература. Если же вот с этой точки зрения подойти к истории якутской литературы, то тут, конечно, фаза древности может быть выделена. Это как раз вот Оланхо, фольклор. И затем, вот как бы то ни было, происходит вот как раз то, что вот мы назвали ускоренным развитием. Правда, это было не идеологизированное ускорение по аналогии с фазами общественного развития, цивилизационного развития, значит, там феодализма, капитализма и так далее. И получается, что золотой век, вот как вы назвали, якутской литературы, совпадает, условно говоря, с эпохой Просвещения. Просвещение в Якутии вот приходится на первые десятилетия прошлого XX века, когда у нас выступила плеяда просветителей. Кулаковский, Никифоров, Сафронов, Неустроев, Аюнский.
Вот. Но насчет Серебряного века тут более-менее конкретно, хронологически, наверное, обозначить эту фазу сложновато. Возможно, это как раз конец прошлого 20 века, где-то с конца 80-х, 90-е годы, когда начались перестроечные процессы, произошла деидеологизация, деполитизация культурных феноменов. Так, и эта фаза, можно сказать, продолжается и поныне. Но в то же время советская литература тоже охватила, так же, как и вообще фаза строительства социализма в нашей стране, где-то 6-7 десятилетий. И одно время, опять-таки, тут имели место идеологизированные точки зрения, когда историю якутской литературы резко делили на дооктябрьскую и, собственно, советскую литературу, как, впрочем, и русскую литературу. Выделялась русская литература зарубежья и русская литература, ну что ли, метрополии, собственно, советская литература. И только потом, вот как раз на рубеже 20-го и текущего 21-го столетия эти два потока в русской литературе слились воедино, и теперь мы говорим о единой русской литературе, не выделяя отдельно литературу зарубежья. Примерно то же самое можно сказать и о якутской литературе. Хотя вот это деление истории якутской литературы на дооктябрьскую и советскую приводило логически к тому, что писатели, имевшие несчастье родиться и творить до 1917 года, ну, раньше они в некотором роде считались неполноценными, что ли, на фоне вот, собственно, уже советских писателей. Ну, это явно ошибочная точка зрения. Зачем мы будем делить творческий путь того же Кулаковского, Сафронова, Неустроева на дооктябрьский период и советский период? И, кстати, тут до сих пор существует тоже нежелательное, на мой взгляд, определение Платона Алексеевича Аюнского как зачинателя советской литературы. И это, ну, как-то вот ущемляет его. Получается, что он, ну, ангажированный поэт. На самом деле определенная доля ангажированности у Платона Алексеевича была в первые годы, в начале 20-х годов, когда из-под его пера
выходили такие стихотворения, даже гимны, как «Благо совека», «Власть советом» и другие. А вот начиная с «Красного шамана», эта драматическая поэма, если не ошибаюсь, появилась в 1925 году, он уже ни в коем случае не был уже идеологом. Наоборот, поздний Аюнский – это художник злого, который сам оказался под пятой системы. И его судьба вот нам известна. Если вернуться к вопросу о том, как все же я вот, начав как специалист по английской литературе, а теперь, когда у меня вот более 20 монографий, порядка 400 работ, учебных пособий, статей по английской, американской, японской, русской, якутской и некоторым другим литературам, я себя уже могу квалифицировать как специалиста по мировой литературе. И поэтому можно сказать, вот мое обращение, если можно так сказать, с высоты мировой литературы к национальной, родной якутской литературе обошлось не без патриотических, что ли, соображений. Потому что вот мои коллеги, якутские литературоведы, правильно говорят, что литература народа Саха – это очень развитая, богатая, развитая литература. Но в то же время сами они изучают ее как изолированное явление. Только в контексте, вот, собственно, якутской литературы. А вот уровень, богатство, развитость любой литературы выявляется только на фоне других литератур. При сравнительном, сопоставительном рассмотрении. И поэтому вот я выдвинул, можно сказать, программу, и в определенном смысле у меня есть научная школа по проблеме, которую я так обозначаю: якутская литература в контексте русской и мировой литературы. И есть у меня магистерская программа, около 10 лет она вот у нас идет на факультете. Несколько моих аспирантов защитили диссертации именно вот в таком сравнительном контексте по международным связям якутской литературы. И поэтому я вот считаю, это вот как раз мой вклад рассмотрения национальной литературы в широком контексте на фоне
мировой культуры, это вот то, что я внес, ну что ли, в науку, можно сказать. Можно сказать, открытие, сделанное как раз Мариной Анатольевной. Тут пальма первенства за ней. А я только вот как консультант выступал. Вот, и тут надо отдать должное Платону Алексеевичу Аюнскому, у которого есть целый ряд высказываний о том, что якутская литература, так, я бы даже где-то, если тут нам позволительно, работ, вот как раз классики и современники, вершинные явления и избранные лики якутской литературы. И вот в этой работе я использовал слова Платона Алексеевича Аюнского из одного его письма, написанного как раз в 1917 году. Якутская нация выявит себя в истории только своей своеобразной литературой. Наша будущность в совершенном развитии этой поэзии. Наша история в том, чтобы свою литературу сделать общечеловеческим достоянием. И у Аюнского есть ряд статей, докладов, в которых он упоминает классиков мировой русской литературы, в том числе Шекспира. И как раз вот эта тема «Шекспир и Аюнский» снабжена подзаголовком «Связь времен и диалог культур». Шекспир жил и творил в переломную эпоху. На закате Ренессанса и в начале нового времени. Он умер в 1616 году. А Платон Аюнский тоже современник эпохи переломной, когда происходила ломка вековых устоев и нарождался новый миропорядок. То есть тут откровенно вот можно уловить вот эту связь эпох. И великие художники слова как раз рождаются в переломные эпохи. Это, например, итальянец Данте. Он появился на стыке Средневековья и Ренессанса. Шекспир, как мы сказали, современник вот как раз переломной эпохи, эпохи перехода от Возрождения к новому времени. Или еще один великий поэт немецкий, Иоганн Вольфганг Гёте. Он жил на переходе от эпохи Просвещения уже к XIX столетию. И вот как раз наша с вами эпоха, конец 20-го, начало 21-го столетия, это тоже переломная эпоха. И два
фундаментальных признака переходной эпохи сегодня налицо. Мы с вами понимаем, что старое безвозвратно уходит. Тут никаких сомнений нет. Но каким будет будущее, это для меня, например, еще не ясно. Может быть, вы, молодые, это осознаете. И вот к чему я это говорю. Пора бы появиться следующему глашатаю эпохи. Потому что, вот, как мы сказали, именно переломные эпохи рождают великих художников слова. И тут я выскажу вот свою любимую идею о том, что именно вот наша страна, Россия, своим трагическим опытом в 20 столетии, опытом войн, революций, разного рода перестроек выстрадала это право выдвинуть вот такого художника мирового уровня. И обычно такие имена проясняются не сразу, а в контексте, по словам Михаила Михайловича Бахтина, большого времени, через 100, может быть, 200 лет. И, может быть, такой художник уже был или сегодня пишет. Может быть, это Михаил Шолохов, или, может быть, Владимир Набоков. То есть тут можно выдвигать целый ряд имен. И вот как раз перекличка вот этих эпох и сам уровень художников слова. С одной стороны Вильяма Шекспира, а с другой Платона Аюнского, вот как раз позволил их поставить рядом. И тут опять-таки надо вспомнить вот эту концепцию академика Веселовского о встречных течениях. И феномен Аюнского не мог появиться вне вот той богатейшей почвы, подготовленной традиционной якутской культурой, фольклором, Олонхо. То же самое и вот Вильям Шекспир тоже был выдвинут. При всем при том, что вот у нас сегодня, ну, можно сказать, антипатия к англосаксам, тем не менее, я как специалист по английской литературе вот констатирую, что это одна из великих литератур. Ну, вообще, к сожалению, сегодня литература утратила свой былой статус учебника жизни, человековедения. Не случайно вот о Пушкине и в XIX веке, и потом в 20 столетии говорили, что это наше все, имея в виду в лице Пушкина классическую русскую литературу. Вот. Но тут я опять могу сослаться на опыт мировой литературы, в том числе английской литературы. Вот где-то в последние десятилетия XX века
на Британских островах возникло целое движение, получившее название викторианского возрождения. То есть наиболее продвинутые, можно сказать, проницательные, вдумчивые бритты, устав от потрясений технотронного века, устав от массовой культуры, от этого тотального американизма, повернулись лицом к эпохе, как они сами фамильярно говорят, старой доброй Вики, королевы Виктории, которая восседала на британском престоле, начиная с середины 30-х годов XIX века по 1901 год. И они стали запоем читать классиков английской литературы: Диккенса, Теккери, сестер Бронте, Уилки Коллинза, Томаса Гарди. И произошло это через два с половиной поколения. А в литературе условно за поколение можно взять где-то четверть века, 20 лет где-то, 20-25 лет. Поэтому я могу предположить, что и в нашей стране, может быть, не так быстро, но тоже произойдет своего рода ренессанс классики. Но тут только я могу печально сказать, что мне уже не суждено будет тогда быть свидетелем этого. Но я вот строю такой прогноз. Где-то ближе к середине 21-го столетия, вот, наверное, наши соотечественники тоже обратятся к классике, к классической литературе.